Тюлькубек Датка, смилуйся над нами. Ты же знаешь, как мы живем. Мы никогда тебе не перечили. И теперь на поминке твоего отца, Шемербека Датки, каждый из нас отдал свою долю. Ну, разве мы тебе, хозяин, мало дали? По барану принесли от каждой юрты. А ты еще требуешь. Посмотри на этих людей. Что с них можно еще взять? Похоже, глава рода Чертоманов не на шутку разгневался. Ты скупиться стал. Это грех, Коко. Ты готов, Мырза, ради того, чтобы достойно отца помянуть. Не то, что отару овец. Весь наш род прирезать. Мы ж для тебя не люди. Молчи, паршивый пес! Не шуми. У этого парня не в меру острый язык. Наш почтенный Коко готовит себе замену, наверное. Нет, Мырза. Я об этом и не думал. Но где сегодня птенец в гнезде? Там завтра будет большой беркут в небе. Каныбек хороший джигит. Ладно, уговорили. Будь по-вашему. Без ваших овечек как-нибудь обойдемся. Не в этом дело. Эти поминки сородичей касаются не одного меня, а всех нас. От всех родов приглашено много самых достойных. Могут найтись и такие, что занозы будут высматривать. А вы, мои крылья и руки мои, давайте подумаем о нашей чести. Нам осрамиться нельзя. Я вижу, вы согласны со мной. Так будем же едины духом. Аминь! Что ж ты, Коко, не признал меня сегодня? Я же хозяин алайских киргизов, Айдарбек. А ты из какого рода? Я из рода Чертоманов, Мирза. Назолистая пятка. Знатный Я о таком род. что-то не слыхал. Может быть, услышите в свое время. Сядь! Ой, не могу. Иди, я сказал. Тюлькубек Мирза, благодарю тебя за столь несравненное гостеприимство. И особенно за то, что ты уважил мое благородное происхождение и дал мне в услужение человека из очень знатного рода. Мирза, забудь обиды. Если слуга не был учтив, я накажу его. Достойные слова. Если человек умен, его не надо погонять палкой. Спасибо, Мирза. Благодарю. Забудь это. Народ ждет нас. Пойдемте. Atam bekti banktagan, bundan hakkımın sen değil
Başından beri kırgızkenle maktanan senin de şarkına. Uşunda yer sayışıp baygalgan, at çavuşup toңol dalgan. Bul bolsaң atadan kalgan do saltıda. Ulu çattının alaydım ortasından elime. Ötüp zatkan çoң açtım bolgonuna gözüne. Bugün çoğulup geldim elmenem, tamaşa salıp gelmenem. Bırakma baysan aklımın seni maktagan bildi dönüne. Alkış ayttın dep ayttın, sigin Hasan Bektim düverime. Bulalaydan gelgen Hasan Bek, Mağanayda sayışta, dili sütüge toyga çandik. Hoş olmağa tutkanındı kalsayan dep, bugün sayıp paygen adam dep. Geldegen derin doңalay dep, Aydarbek gelgen elden dep, Oşo çoğalaydan gelgen dep. Aydarbek zatlığa kelde, Baykası balban menden dep. Ermicesi başlasa, baldan kızı boy kaptasa. Karaçı, oşo töpkeni ket durmaylı, bunu kandaydan aytılır maksadı. Эй! Как ты смеешь мне не повиноваться? Паршивая скотина! Это я велел, чтоб ты вышел биться! Жалься, мерза. Ведь я же не умею биться на копьях. Посмей только слушаться! Тогда не только тебе, а и всему вашему роду жизни не видать! Понятно? Беда. Настал, братья, мой последний час. Не отчаивайся. Соберись с духом, Коко. Ты сразишь его. Должен сразить. Это рука смерти, жеребенок ты мой. От него еще никто живым не уходил. Приди в себя. За что мне все это? Но почему судьба к одним так благосклонна, а к другим жестоко? Вот ты, Канабек, мой мальчик. Родился в один день с Тюлькубеком. Скажи, ты его победишь? Нет, братья. Обязательно. Близко не идет, поторопись. Санбек, у Коко бока и грудь войлоком защищены. Наноси удар выше паха. Пошел вон! Наруза, ты знаешь, как строптивых наказывать. Этот поединок, я надеюсь, еще раз покажет ловкость вашего джигита и приумножит вашу славу. Омин. А потеха на славу. Что же вы не смеетесь, почтенные? Люди, они же издеваются над нами. Чего вы ждете? Они отправили Коко на смерть, они убили его. Что для них стоит жизнь бедняка? Они же убили Коко! Они убийцы! Замолчи, ублюдок! Сосунок, ты мне еще заплатишь за это.
первым пришел мой скакун Акжал, и я дарю его достойному Айдарбеку Датке. А это правда, что вы, Тюлькубек Датка, выставили на приз 100 лошадей, 100 овец и в придачу еще кое-что? Конечно! К призу, придачу я дарю еще одного раба. Раба я возьму с радостью. Рапон. Дарю его. Не понял. Что? Я буду рабом? Буду рабом! Да, ты не ослышался. Правильно. Наука сопляку будет. Эй, чертоманы! Я подарил кашгарскому купцу раба. А он, подлая тварь, взял и сбежал. Пошел. Вы знаете, где он прячется. Здесь не обошлось без вашей помощи. Так вот запомните, если Канабека не поймают, я сожгу ваши лачуги и пепел пущу по ветру. Пошел. Не смейте ее бить! Не бейте маму! Мама! Мамочка! Прости меня, мама! Мама! Отпустите ее! Отпустите! Ну что ж, нам пора покинуть вас. Если вы позволите, мы тронемся в путь. Благодарим за все. Доброго пути. Эй! Привяжите его покрепче. Это ты, Анархан? Я же тебе сказал. Не приходи сюда больше. Почему ты гонишь меня? Разве я обидела тебя чем-нибудь? Или провинилась перед тобой? Я раб. А ты сестра хозяина. Ты госпожа. Тебе тут нечего делать. Это я госпожа? Да я такая же рабыня. Хуже рабыни. Да мне тут не позволяют слова вымолвить. Неужели ты не видишь? Не гони меня. Я не нравлюсь тебе. Уходи, Анархан. Тебя увидят здесь и накажут. Я принесу тебе только горе. Я не боюсь их. А ты? Неужели ты боишься? Боишься?
Очень боюсь. Уходи. Что-нибудь случилось? Поглядите-ка на него. Он еще спрашивает, не случилось ли у нас чего-нибудь. Не зря люди в старину говаривали, бешеная собака хозяина кусает, а дурной раб заглядывается на жену своего господина. Что? Мой раб заглядывается на мою жену? Не говори глупостей. Пусть простит меня моя невестушка. Золотое сердце у нее и душа добрая. Но дурнушка она, не станет заглядываться даже раб. Дело не в ней, а в Анархан. Говорят, этот твой раб милуется с ней. Не оберемся позора. Не беспокойся. Я же говорил, что отправлю его на Алай. Ты же знаешь, я решил взять вторую жену, дочь Айдарбека. Айдарбек без хорошего Колыма ее не отдаст. Я его знаю. В придачу к Колыму я отправлю этого грязного раба. Дело твое. Скорее убери его из дома. Люди болтают. И хватит тебе перед другими бесить. Ты уже в летах, а все живешь по расчету. Ты ведь даже жену по душе не можешь выбрать. А Айдарбека дочка несносная, говорят, да и глупая. Мне нужна не баба, а алайские земли. Вот я и хочу, чтобы получить их, с Айдарбеком Даткой породниться. Ты опять пришла? Меня никто не видел. Побуду с тобой немного и уйду. Зачем пришла? Ты говорил, что я похожа на Равшан. Обещал мне рассказать про нее. Уходи, Анархан. Беда ходит по моим следам. Не хочу тебе беды, не хочу. Уходи. Не уйду. Пока не расскажешь про Равшан, не уйду. Ну, хорошо. Слушай. Равшан появилась в наших местах пленницей. Ее привезли из набега джигиты хана Кадарбая. Она была очень красива, как ты. Никто и смотреть не хотел на другую добычу. Когда ее привезли в Аил, только на нее и смотрели. Среди собравшихся был и Джолой. Кто этот Джолой? Это знаменитый охотник. Добрый, сильный человек. Они сразу полюбили друг друга. Равшан и Джолой. Стоило им только взглянуть друг на друга. Но она была пленницей, и ее выбрал для себя хан Кадарбай. Но как любить друг друга, рабу и рабыне? Настал день, и хан Кадарбай устроил праздник в честь своего обручения с Равшан. Тогда Джолой похитил свою возлюбленную и укрылся вместе с ней в горах. Но их выследили и поймали. Джолоя бросили в темницу, а Равшан продали отцу твоего брата. Через полгода родилась ты. Я все рассказал. Иди. Подожди. А Джолой жив? Да, он живет в горах. Он женился после этого? Нет. Спасибо, Канеке. Так называла меня только мать. Канеке. Уходи. Уведите ее.
Эй! Довольно! Едем, едем. Как хоть выглядит эта имбача невеста господина? Наверное, она красавица. Она нежная, как цветок. Разве иначе отдал бы наш хозяин за нее только Колыма? Румяная, как утренняя заря, и стройная, как лебедь белая. Да. А походка у нее какая? Поступь плане, а не походка. Вас послушать, так мы едем не к невесте, а к царице небесной. Конечно, избранница нашего хозяина, дочь алайского бека, не может быть обычной невестой. Что ж, тогда придется, чтобы вы не лопнули от любопытства, найти повод и зайти в юрту, где находится невеста. Поехали. Вот это правильно. Поехали. Мама, а купцы когда уезжают? А что такое? Уж не хочешь ли ты ускакать к своему женишку вместе с ними? Не терпится. Нет, сперва тебе придется 30 дней поплясать, да еще 40 попричитать. Все как положено, а уж ласки потом. Нижайший вам поклон. В добром ли здравии пребываете? Слава Богу, и вы тоже садитесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, боевище, благодарю. Мы хотели спросить, не можете вы нам дать кошму? Зачем? Да нам надо бы смастерить потник для верблюда. Старый куда-то запропастился. Пойду узнаю. Спасибо. Сидите. Садитесь. Тише вы. Сватов куда-то пропал потник. Что они о нас могут подумать? Разговоров не оберешься. Не беспокойся, найдется. Это какой же паршивец решил позорить нас? А ну, признавайтесь.
У нас в роду воров нет. Он верно говорит, и не был никогда. Заколачивался какой-то чужак, может, он взял. Найдите его и приведите сюда. Хорошо, Датка. Надо постоять за наше доброе имя. Поехали. Как поживает Занухунбек? Хорошо ли у него идут дела? Слава Богу, наш повелитель, а ваш зять, низкий поклон просил передать вам. Колым, который он послал, мы вам доставили, и в придачу к нему раба. Я видела, немытый бродяга. Зато у него душа чиста, как алмаз. А ну живей! За что? За что? Вор нашелся, Датка! Это тот самый чужак. Он пытался бежать. Да не бежал я. Я шел к своим сородичам. Их юрты стоят тут неподалеку. Будет врать-то! Ты позоришь всех нас, паршивец! Как ты мог позариться на добро наших почтенных гостей? Да не брал я этот потник, Датка. Клянусь, я ведь уже давно работаю на угольных копьях. Зачем он мне? Нужно все объяснить. Датка, ваш потник нашелся. Верблюд вчера вечером валялся в пыли и скинул его. А этот человек невиновен. Отпустите его. Нашелся потник. Он не знает своего места. Напомни ему. Вот и прекрасно, что потник нашелся. Вы же могли убить невинного человека. Подумать только. Это была бы невосполнимая утрата. А тебе не страшно под землей работать? Нет, Датка. Под землей не страшно. Здесь у вас пострашнее будет. Эй, ты, попридержи язык. А то и укоротить недолго. Вонючий раб. Паршивая собака. Надумал в заступники лезть. Ну что стоишь? Беги, догони его. Пожалей. Ай! Смирись. Смирись, сынок. Доброго здоровья тебе, Исен. Доброго здоровья. Ты никак на праздник собираешься? Ну а что, дома сидеть? Вижу, скакуна своего седлаешь. К скачкам готовишься. Свяжешься с байскими сынками. Потом сам не рад будешь. Тогда дай Каныбеку своего скакуна. А если Джигит хочет испытать свою силу, пусть берет. А то мой скакун совсем застоялся. Иди сюда, сынок. Слышал, Каныбек, иди. По тебе сразу видно, что ты Джигит. Если бы не твоя стать, я бы тебя близко не подпустил к своему коню. Иди снимешь в юрте свое рванье, я тебе новую одежду дам. Мой скакун поможет тебе поймать удачу. Он давно ждет своего часа. Эх, жаль, нет у меня такого сына. На, возьми. Садись. Смотри, какой Джигит, загляденье. Удачи тебе, сынок. Удачи тебе, Каныбек. Спасибо. На этом скакуне ты всех обгонишь. Тюркудек Мырза, где моя мать? Где твоя мать? Почему я знаю? Много дряхлых старух по дорогам бродит. Может, и она среди них. Откуда мне знать? Айдарбек Датка, видно, сходен твоя ил джигитами.
коли на состязание ты и раба выставляешь. Тюркубек, татка, возьми это в дар от раба. Видно, скудны силы твоих джигитов. Не смогли сладить с одним рабом. Это вы, грязные бродяги? Чего это вы здесь распелись? От чего ты разгневался? Кому мы тут мешаем, Бек? Мешаете? Да разве ты вообще можешь кому-нибудь мешать, ничтожество? Хватит, Бек. Придержи язык. Ты, червяк, опять забыл свое место? Еще смеешь подавать голос? Вот!
Два джигита повздорили, померились силами. Правда, слишком погорячились, но за это я не могу судить Каныбека. Получается, что он был прав. Он ведь отстаивал честь, свое достоинство. Правильно говоришь. Справедливы твои слова, Датка. Долгих тебе лет жизни. Золотые слова. Говори. Дом равно священен и для богатого, и для бедняка. И любой, кто посягнул на это святое, заслуживает наказания, кто бы он ни был. А мой сын не подумал об этом. И раб поднял на него руку. И Бог свидетель, ты справедливо вступился за свою честь, Каныбек. А мы не можем судить человека за справедливое дело. И я при всех говорю, здесь твоей вины нет. Долго нет его вины, нет, да. Ты рассудил верно. Но точно так же справедливо мы должны решить и другой вопрос. Я Датка, верно, а Карабек мой сын, и он подвластен только мне. Выходит, ты, Каныбек, посягнул на мою власть. И если я не накажу тебя за это, то кем я окажусь перед вами? Плохим Даткой? Плохим правителем? Ты о моей чести подумай. Определяю тебе наказание за твое оскорбление. Ты должен мне уплатить 9 овец. Ничего не скажешь, мудрое решение. Ты говоришь сладкие слова, Бек. Да горит их смысл. Ты, кажется, забыл, что я бедняк. Откуда у меня овцы? Может быть, мне пойти и украсть их для тебя? Бедняки были всегда. И при прадедах наших, и при дедах такие, как ты, были, и тогда вершили суд. И тогда откупались 9 овец. Это ничего, что у тебя скота. Нет, у тебя найдется у кого-то другого. Тебя приютили люди, за честь которых ты вступился. Теперь их черед. Конечно, у старого Чон Койчу нет 9 овец. Но у него есть дочь. Мы отдадим ее в жены кому-нибудь из наших уважаемых людей, а он уплатит за нее 9 овец. И я ее беру. Позовите старшину. Я здесь, Датка. Как же это? Я всегда во всем полагался на тебя. Помилуй, Дарбек Датка, я найду этого взбесившегося раба. Из-под земли достану. Мне нужен мой Акжал. Этому скакуну нет равного. Я уже разослал гонцов. Не найдут, сам буду искать. Помилуй, Датка. А ну-ка, приведите этого пса Шира. За Акжала я могу казнить 60 таких, как ты, и все равно не успокоить. Ты знаешь, как горит сейчас мое сердце. Прости, Датка, виноват. Простить? Нет, я хочу, чтобы ты страдал так же, как страдаю я сейчас. Заткните его. Сейчас ты поймешь, какой огонь сжигает меня. Этот костер поможет тебе. Иди, собака, иди! Люди добрые, что вы делаете? Люди, помогите! Ой,
пусть будет тяжел колос на твоих полях. Спасибо, сынок. Сказанное да сбудется. Джолой здесь? Здесь. А что это у тебя на луке седла? Это тебе в подарок. Держи. Дай бог тебе здоровья. Нынче колос хорошо наливается. По всему видно, урожай будет. Хороший ты А у нас чертоманов достаток. Ну что ты встал? Заходи. Долгой вам жизни. Спасибо, Батыр. Проходи. Садись, гостем будешь. Вот. Мясо. Угощайся. Сам готовил. Если судить по твоему статному скакуну, ты богатый человек. А если же судить по тому, как ты кость обгладываешь, ты беден и нищий. А что у вас в Аиле собаки едят? Они пьют шурпу. Молодец, нашелся, что сказать. Джолой, познакомься. Это тот парень, что не побоялся Карабека. Я это понял. Люди верно говорят. Сила скакуна в копыте, джигита в слове. Джолой, отец, знаешь, как я спешил к тебе. Пусть испытания, что на твою долю выпали, обернутся радостью. Канибек, ты знаешь, никто не вечен в этом мире. Бедная Ажар, твоя мать, так мечтала увидеться с тобой. Но ей не было суждено. Она не увидит тебя. Мама. Да, найди в себе силы. Есть и хорошая новость. Недавно Джолой нашел свою дочь Анархан, твою возлюбленную. Сейчас она в надежном месте. Она тебя ждет. Теперь другого пути нет. За мать и все мои унижения я буду мстить. Благослови меня. Тогда пусть будет справедливо твое сердце, а рука тверда. Аминь. Аминь. Мы хотим с тобой поговорить, Канибек. У нас в народе всегда говорили: веди разговор с тем, кто тебя
выслушает, а свою поклажу взвали на того, кто выдержит. В эту неприступную долину мы собрались из разных мест. Кто пришел с юга, кто с севера, так и живем вместе. А назвали мы себя, сам знаешь как, чертоманами. Канебек. Ни по крови, ни по родству. Мы близкие, нас всех судьба свела. Тяжелая доля. Чертоманы живут хоть и бедно, но по справедливости. Зла никому не причиняют. Тебя, сынок, у нас знают и молодые, и старые. Канебек, и теперь я тебя прошу от имени всех чертоманов стать нашим головой. Не отказывайся, Канебек, не отказывайся. Я рад, что могу передать тебе это право, а то руки мои ослабли, зрение притупилось. Стар я уже стал, старый, немощен, и мало от меня проку. Старуха и та не слушает. Соглашайся, сынок, соглашайся, соглашайся. Трудно сразу решить. Надо подумать. Не могу сказать так. Куда ты? Одна подкова осталась. Давай прибьем. А Нархан что-то не идет. Даже вода вскипеть не успела, а ты уже соскучился. А? Подождите. Анархан!
Если Ишак ревет в ложбине, значит, он завяз в болоте. Послушай, Канабек. Мырза, я не хочу быть у тебя в рабах. Я могу дать тебе хорошую жизнь, но могу отнять и плохую. И рисковать тебе не советую. Я уже не боюсь даже смерти. Зачем ты дерзишь? Ты получишь все, что пожелаешь. Янархан будет твоей. Ха, не беспокойся, она тоже у меня. Эй, ты, червяк! Скажи мне, чего ты добиваешься, а? Ты это не поймешь. Хорошо ли себя чувствует наш благородный господин? Нас его здоровье очень волнует. Проезжайте. Поверни. А выше, выше. Вот. Вылезай. Давай, помогу. Быстрее к чертоманам скачи.
убирайтесь отсюда. Зачем вы сюда пришли? Пошли, пошли! Подождите, стой. Вон из нашей долины! Да ну дайте пройти, да пройти-то дайте! Зачем пожаловать изволили? Что вам здесь нужно? Мы к тебе пришли не как враги. Как лучшие друзья, да? Отец послал меня за налогом. Ты разве забыл? Твои люди каждый год отцу платить должны. Убери руки. Что ты надумал? Это же все по справедливости. Мы сожжем тебя! Так же, как твой отец отца сжег! Вот так же мы тебя сейчас сожжем, а это будет справедливо! Вот как? Только посмей! Тогда в ваших вонючих юртах наступят черные дни! Не трогай меня! Не угрожай! Эти люди и так ничего, кроме черных дней, не видели. Люди, глядите! Это же кровопийца наш! Вспомните, сколько горя он нам всем принес, сколько людей погибло по его вине! В огонь его! Ведите его к костру! Ну что ты кричишь? Страшно умирать, ублюдок? Да? А каково было Аширу? Видишь этих сирот? Это его дети. Смотри на них! А в смерти Ашира виноват и ты! Не губи, сына Каныбек. Умоляю тебя, не губи. Вот как переменчив мир. Было время, ты жил рабом у моего порога, я тебя объедками кормил. Недаром говорят, здоровый не знает страданий больного. Но еще говорят, для добра нет поздна. Прости обиды, Каныбек. Я был жесток с тобой, а ты будь со мной великодушным. Забудь все, что было, Каныбек. Я не оценил тебя. Теперь-то я вижу, что ты умеешь отомстить за себя. В тебе есть и воля, и сила. И если я поступал как пес, то ты поступи как муж. Я весь в твоей власти. Не убивай сына! Я знаю, тебя ничем не остановить, Каныбек, ни угрозами, ни мольбами. Ты не остановишься. Даже если я скажу, что смерть моего сына может принести большие беды и несчастья, ни одному тебе, а всему роду чертоманов, тебя это не остановит. Оставь мне сына, прошу тебя. Он ведь у меня единственный. Люди, как вы считаете, что нам делать с ним? Если мы казним одного, то разве этим мы отомстим? За все страдания и слезы этих бедных людей. Боюсь, как бы пожар не вспыхнул от этого костра. Этого негодяя давно уже пора раздавить, как червяка. Много от него было горя. Но подумай, чем это все может обернуться. Что я могу сказать, сынок? Здесь ты судья, решай сам. Отдай нам свою злость. Не казни его. Каныке, сказано, добро наживает добро. Неужели ты веришь в это? Ты веришь в это? Я верю, верю. Встань с колена, Айдарбек. Как бы старики не раздумали. Ты думал, что ты всемогущ, что даже все дни и ночи наступают только по твоей воле. А теперь вот сидишь, опустив голову. Уходи, ты свободен. Давай убирайся! И не забудь прихватить своего щенка! Эй, джигиты! Езжайте, проводите их! Посмотри-ка на Айдарбека. Он ведь не обернулся ни разу. Затаил обиду, наверное.
Еще не поздно проучить их. Ты же знаешь, след путнику. Лают только собаки. Скачут много воинов! Успокойся, расскажи толком. Айтербек Датка со своими головорезами к нам скачут. Они сожгли весь наш хлеб. Сколько мы труда в этот хлеб вложили. Эй! Что скажете? Добро наживает добро. Поверили льстивым речам Айдарбека? Джигиты, возьмите оружие! А женщинам и детям уходить в горы. Иди в горы. Нет, я с тобой.